Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы продолжаем цикл наших телепередач «Уроки космофилософии» или «Познай самого себя» с социальным мастером, автором ряда книг на эту тему Муратом Мусабаевым. Здравствуйте, Мурат. Здравствуйте. На прошлой передаче мы с вами обсуждали феномен Манасчи, и сегодня, наверное, продолжим этот разговор и также перейдем к следующей теме о предопределении. Вот что вы можете добавить или дополнить к тому, что было сказано на прошлой передаче о феномене Манасчи? Ну, прежде всего я хотел бы сказать, я вообще хотел бы говорить на таком языке, чтобы каждый человек понимал, о чем идет речь. Мог понять, да? Да, мог понять, независимо ни от образования, ни от чего. Просто вот исходя из своих ощущений, понимать, о чем идет речь. Но вот, когда мы говорим, да, во взаимодействие вступают три составляющие, да? Это энергия жизни, чувства и мысли. Без этого речь человеческая невозможна. И вот когда мы говорим, мы понимаем, что мысль, она подразумевает скорее форму чего-то, да, там вот слово, да. Чувство подразумевает содержание его, вот эту суть. Иначе бы, если бы не было формы, например, слово какое-то там Петя или там звезда, да, вот звезда, и моментально мы отсюда появляем суть. Это чувство, что мы понимаем, о чем речь идет. Да. Мы уже понимаем, и появляется образ звезды. Но да? для того, чтобы эти две вещи как бы связать между собой, должно присутствовать нечто. Вот я до этого я как бы не разделял. Чувство я подразумевал вместе с энергией жизни, как одно. А сейчас просто вот беру и делю и говорю, но есть то, что как бы вот взаимосвязывает, без чего речь не может быть. Это энергия жизни. А энергия жизни, как индусы называют прана, да, это то, что абсолютно в нашем дыхании. Вдох, выдох. Вот мы о чем говорили. Вдох, выдох, выдох. И я на прошлой теме, на прошлом уроке, да, как раз говорил о том, что вы должны понять, да, что это не просто процесс, но это, вы же понимаете, это основа жизни. Есть дыхание, соответственно, сознание. Сознание не может быть привязано к телу, если отсутствует дыхание. Именно только через дыхание оно связано с телом. Пока вот ребенок рождается, и первое, что его хлопают по попке, он делает выдох, да, потом кричит, и первый вдох. Первый вдох ему больно делать, поэтому он кричит вот от того, что условно он с другой реальности попадает в эту реальность. Как в Коране сказано, и тем, когда мы каплю в сгусток превратим, в сжеванное мясо, и тем вас сотворим в ином творении. То есть это говорит о том, что человек сотворен как душа, он бессмертный. А в ином творении это уже тебя облачает в тело, и ты в ином творении появился здесь. А душа уже есть. И вот начинается вот этот дыхание процесс. И вечно, как прилив и отлив, происходит соревнование между вдохом и выдохом. Когда-нибудь наступает момент, когда выдох побеждает вдох, и с этого момента вдох не возвращается в тело. Для нас это означает отрыв души от тела. Это настолько важный атрибут, условно оставь на минуту людей без воздуха, здесь начнется все. Это есть процесс алхимический. Ни люди не производят воздух, ни сам по себе он не появляется. Это результат деятельности вселенского сознания, вселенского разума, который проявляется во множествах сил, которых называют ангелами. Да? Некоторые более глобальные силы богами называли. Ну, придавали значение богов. Но эти боги у нас работают, создавая даже там условно процесс моргания без этих богов, сил, ангелов, как хотите назвать. Любой процесс, глотнул ты там, или там двинулся, рукой сделал. Все это внутри нас, все силы. Но они все есть просто как бы то, что содержит, то, что мы Богом называем. То есть ничего вообще не может быть, даже вот этот стол условно, да, это все есть сила, проявленная во множестве Богом. Так, сам как бы Бог, вот начало движения, да, это объективное состояние сознания вне восприятия. Это ноумен, это дух. И в нас есть дух. То есть наша подсознательная, сверхсознательная сфера, то, что Адам названо, это ноумен. Но ноумен себя проявить должен. И вот он проявляет себя в материи. А материя это уже феноменальный мир. И вот именно материя представляет собой мир мыслей.
То есть дальше уже все феномены. Для того, чтобы даже появилась вот эта лестница, должна существовать мыслеформа этой лестницы, да, через которую мы переживаем мысль, там архитектор чертит, мы что-то делаем. Или издаем книгу, и делаем кружку вот эту, или делаем интернет вот этот. Но мы этому не придаем значения, мы всегда вовне находимся. А как это внутри происходит, мы даже как бы и не хотим знать. Вот поэтому... Почему я выбрал феномен Монастырь, он сказал, да потому что он знаком всем. Ну, люди по телевизору видят, на праздниках где-то, и они понимают, что такой феномен существует, да. И я общался со многими монастырями до того, как, допустим, я подумал, странно, я все время думал, что они понимают, что это за процесс происходит с ними. А как выяснилось, это так бессознательно, вот этот дар открывается, он начинает его, он говорит, да, я всегда задавал вопрос, скажи, а сколько ты вначале? Он говорит, вот ты знаешь, я минуты 3 почитал, потом 4, 5, 10, все. А сколько это ты... прибавляется. Да, и он говорит, ну сейчас я могу, говорить, если честно, некоторые даже мне говорили, я могу 3 суток читать без остановки. Некоторые говорили 3 часа, 4 часа. И вот я просто обращаю внимание телезрителей, вы же понимаете, что это объем памяти увеличивается. Памятью является та сфера сознания, которая контролируется нашим умом. То есть, если она не контролирует что-то, выпадает, это уже бессознательная сфера. И вот объем памяти увеличивается. Вот как раз через практику Монастырь. Вы знаете, вот я встречался тоже со многими, встречаюсь постоянно монастырей, в том числе встречался в Суаре, там с героем Кыргызстана, вот Ахсакалом Джусуп Мамаем, который в 2014 году умер. И я все время поражался тому, что ему вот 97 лет, а он все помнит хорошо. Конечно. Там он даже, конечно. Я был свидетелем, когда он редактировал свое произведение, там внук, правнук его читает, а он говорит, стой, вот здесь надо вот так, поправь там и так далее. И я поражался тому, что у него вот этот мыслительный процесс не останавливался. А ведь мы же знаем, вокруг и рядом очень много наших знакомых, там, наших родственников после 70 лет уже начинает там терять память там, и так далее. То, что сказал 15 минут назад, обратно повторяет. Мы это сплошь и рядом видим. А вот то, что человек постоянно мыслящий, постоянно задействовавший свою мысль, да, свои мыслительные органы, то у него вот этот процесс работы мыслительных органов, оно не портится, как бы. Вот это, значит, можно объяснить тем, что монастырь, вот постоянно рассказывая вот сказания о монасе, он тем самым тренирует свою ментальную силу, процесс, да? Тренировка ума. Вот я хотел бы сказать, да, что если бы люди, допустим, ну, скажем, это же несложно сделать, да. Во-первых, мы в прошлый раз сказали, что это, допустим, если взять общество, да, то есть сфера, допустим, так, здравоохранения, но это тоже будет полезно. С точки зрения образования, увеличения памяти, полезно. С точки зрения снятия агрессии, да, это даже в семейных отношениях, да, и вообще, даже как общественный порядок, да, когда в людях меньше агрессии. С точки зрения способностей умственных. То есть, потому что объем памяти увеличивается, и самое главное, концентрация внимания. Это очень серьезный момент. Процесс внимания, я же говорил, что у нас даже отличники, они максимум, допустим, 20% вниманием обладают. А хотя могут его до 99% развить. Да? А среднестатистический человек от 5 до 15% процентов разных. Да? И вот это на самом деле абсолютно в прикладном значении. Почему я хочу дать о прикладной стороне религии говорить даже для атеистов. Потому что это не имеет значения, русский ты, киргиз, француз, негр, да, или вообще там непонятно кто. Для тебя это полезно. Вот. И вот, допустим, в индуизме, да, у них есть, и в буддизме, да, пранаяма, это обуздание дыхания. Прана как раз энергия жизни, а поскольку она несет все через дыхание, да, а яма это обуздание, да. И вот элементарно. То есть регулировка. Регулировка, управление энергией жизни. Этой энергией жизни надо научиться управлять. Вот, предположим, да, вот, допустим, вот в исламе применять зикр.
Вы знаете, да, зикр? Да. И вот просто представьте себе, да, допустим, он говорит, ля илляха илляллахи Мухаммед Расулаллахи, да? Вот сами вообще раздробите теперь, да, мысль, слово, чувство, да, энергия жизни, да, вот что я говорю. Он глубокий вдох делает на первом слоге, а потом раздробляет ля илляха илляллахи Мухаммед Расулаллахи. То есть выдох на 7 частей дробится. В японской практике, там есть одна такая физкультура, там тоже вдох и на 7 дробится частей. Даже если вот в церковь придете, да, Господу помолимся, Господу помолимся. Каждый слог, он на выдохе, он дробит выдох. Почему? Мы об этом вот в прошлый раз сказали, но чтобы люди запомнили. Потому что вдохом мы поднимаем энергию жизни от копчика к центральной чакре, вот сюда, да, главной. А на выдохе как раз она заполняет нашу весь клеточную. Во-первых, нервно-симпатическую систему укрепляет, раз. И второе, вот эти наши клетки, оно наполняет энергией жизни. А на выдохе эти же клетки заполняются диоксидом углерода. Это шлаки. То есть они выводят шлаки все это, Да. да? И вот когда ты дробишь, да, ты уменьшаешь приток, и вот этим глубоким вдохом ты наполняешь энергию жизни, да, заполняешь клетки. Вот чтобы это было в привязке к интересам, человек вообще, управляющий энергией жизни, он, собственно, мог бы остановить процесс сердцебиения и дыхания. Вот Доджилам Этигилов, помните, да, вот по телевизору показывают в Бурятии, что он сделал? А он сделал то, что он заставил вот эту энергию жизни двигаться туда-сюда, а дыхание он остановил и, соответственно, сердцебиение, потому что сердцу нет нужды уже кровь двигать, потому что энергия жизни сама все делает. При этом он написал завещание, мне там через 35 лет вырыть. Они 50, его вырыли, они поставили, но все ученые вокруг бегают, там микробиологи, они подтверждают, говорят, что клетки признаки жизни показывают, но при этом они никак не фиксируют ни дыхание, ни сердцебиение. И они говорят, это уникальный процесс. Да вопрос не в этом, он энергию жизни заставил двигаться внутри, соответственно, не образуется в его клетках то, что называется диоксид углерода, а поэтому они не разлагаются. Вот если взять Теренса Мулдашева, да, ну как исследователя, он был на Тибете, он был там в Гималаях, он там описывает, что я был в пещерах, в которых, как мне говорят, 2000 лет, 5000 лет, в состоянии глубокого самадхи находятся, значит, тела, да, и если их взять, они абсолютно как живые. А дыхания, сердцебиения нет, да, потому что они как раз вот эту энергию жизни, прану, заставили двигаться. Наш ум просто работает так, что если перед ним интерес не поставить, он свое внимание не концентрирует. Вот поэтому мне даже хочется сказать, вот вопрос, вот для чего женщины используют косметику? Ну, чтобы лучше выглядеть. Целые индустрии работают, женщины ходят на фитнес, чтобы нравиться мужчинам, мужчины там волосы подкрачивают. Сейчас технологии дошли до того, что они, значит, стволовые клетки вводят в организм, да, для обновления всего. Но это, во-первых, временный эффект имеет. Во-вторых, я не думаю, что они так красиво выглядят. Это как мячики надуются, эти, как называется, морщины разглаживаются, вроде бы такой эффект создается. А почему это происходит, старение? Это же как раз из-за зашлаковывания вот этих клеток организма. А если бы вы этим занимались, ну, в неделю один раз, ну вот просто элементарно, я не то что агитирую за советскую власть, да, я хочу просто как бы сказать людям, ну неделю один раз вы же можете потратить, допустим, в ванной помыться, да, или в баню сходить, даже больше. Ну каждый вечер, ну вы же тратите на просмотры сериалов. Ну ради собственного здоровья, да. Во-первых, я могу сказать, амнезия, да, потеря памяти, она не грозит тому, кто бы занимался этой практикой. Она не грозит, вот вы говорите, 97 лет ясно мыслит, потому что он эту мышцу тренирует постоянно. Понимаете? И вот как раз я хотел бы сказать, если мы, не надо ничего делать насильственно, да, умом воевать. Просто если бы, вот вы говорите монасоведение, ну прежде чем говорить о монасоведении в сюжетной части. Сюжетная часть это опять мы в сфере я, в сфере ума блуждаем, это опять вызовет какие-то агрессии, все. А теперь мы работаем в прикладном значении. Да, мы потихонечку какие-то сюжеты из монаса начинаем читать, объяснять ребятам, но при этом показываем вот эту практику духовную. Понимаете? То есть мы этот в такт с монасчи дышим, да? Да. Есть, Да. Мы вливаемся в его такт и вот начинаем дышать. Смотрите, мы когда
начинаем вот управлять дыханием своим, во-первых, мы поднимаемся на определенный уровень сознания, да? А звук сам, вот, например, звук «ля иляха илля Мухаммед Расул», он уже поднимает на определенную частоту конкретно. Или там «Господу помолимся», «Господу помолимся». Он этой звуковой вибрацией поднимает, чтобы люди пребывали на той частоте. Но они не всегда контролируют за тем, а паства сзади стоят, они это делают, они поднимаются. Нет. Они стоят сзади, ну, кто-то, может быть, и плачет, да, а кто-то, ну, елки, быстрее бы закончили, мне там надо быстрее ехать, там меня Маша ждет, там клиент ждет. И все бегают где-то там. То есть они не соучаствуют в этом обряде, понимаете? Вот все эти формы поклонения, все, поэтому в Коране сказано, да, у каждого народа свои обряды поклонения, и ты по этому вопросу с ними в споры не вступай. Поэтому не надо навязывать друг другу обряд какой-то, потому что в сути этого обряда вы найдете в духовной таком значении, вы найдете как раз одну и ту же практику, которая просто видоизменилась за вот эти сотни, миллионы лет, сколько человек на земле. Она, конечно, видоизменилась, но суть от этого осталась прежней. Я даже вот одному другу посоветовал в больнице, говорю, ну ладно, там в позе лотоса ты не можешь сидеть, ты много не можешь. Поверни стул, ну ты же можешь вот спинку. Соответственно, положил руки, у тебя плечо, ну, как бы, ты сидишь, осанка ровная. Но вот закрой глаза и попробуй просто, вот на вдохе ты вдохнул и на 7 частей раздробил. Может, на 3 раздробить дыхание, так. Хотя бы 5 минут. И просто контролируй вот этот процесс. Я говорю, ты увидишь, и вот он мне как-то через некоторое время говорит, слушай, а действительно, мне сначала как-то там вот отвлекался, а сейчас как бы даже вот я вот настолько вот 5 минут, и мне так хорошо стало прилив. Я говорю, да конечно, ты же способствуешь. Поэтому мы сказали, что иммунитет, вот организм борется, мы пытаемся там какими-то вакцинами, да, поднять иммунитет, да, на самом деле он как раз без всяких вакцин, он поднимает этот иммунитет. И самое интересное, что это у нас есть. И Слово Божье у нас уже тысячи лет есть, и техники есть. Но другой вопрос, мы в прикладной жизнедеятельности это не применяем. Вот это всего-навсего задача, которую я хотел бы пояснить человеку, понимаете? Даже когда он, ну просто среди обычной жизни, даже если ты не ходишь куда-то, уже вопрос не в этом стоит. Но ты можешь для себя, для своей же пользы применять. Потом у тебя появятся некоторые чувствования более тонкие. Более тонкие чувствования появятся. И тогда ты, может быть, начнешь размышлять о чем-то другом. Ведь все наши агрессивные состояния, я еще раз говорю, есть реальность нашего «я», вот мы говорили Ноев ковчег, но в реальность этого «я», извините, есть вход. Вот мы родились сюда, вот он стукнули, заорал, вот он в ковчег попал. Ночью даже, это бессознательно, открылся верхний люк, ты вышел. И вот во сне. Потом вернулся через ковчег сюда, и вот реальность твоего «я». Реальность нашего «я» становится единственной осознаваемой нами реальностью. Эта реальность ограничена, во-первых, границами рождения и смерти. И даже когда вы изучаете какое-то религиозное писание, и вы когда входите вот в эту сферу, да, религии, да, духовного знания, вот поверьте, да, можно 10 жизней, да, изучать это все, но находясь в реальности «я», у вас будет самое такое, скажем, ну, начальное только понимание религиозного знания. Вы должны хотя бы на стопу заступить в нереальность своего «я». Вот эта практика, она помогает. Вот, если бы дети, предположим, вот, допустим, с 1 класса начали, там, 2 минуты, потом 2,5, 3. Сначала это можно делать, допустим, там, 3 раза в неделю, да, для детей. Объяснить, для чего это нужно. Но это же можно взрослым объяснить, потом они будут прибавлять детям. Дальше они прибавляют там по минуте, все, чтобы в 11 классе 45 минут один раз в неделю, понимаете? Вот просто 45 минут посвятил, успокоились, объяснили для чего, а дальше, да, у них будут происходить такие процессы, вы не узнаете, это нация поменяется. По большому счету, если бы, допустим, этому обучить каких-нибудь там немцев, итальянцев, если бы они поняли, в чем суть дела, они бы это приняли, они бы себе туда это принесли. Дальше, если даже говорить о нашем Министерстве культуры, но сегодня, допустим, на кыргызском языке разговаривает 3 миллиона. У вас госкомитет по делам, там, по языку, да, кыргызскому.
Но для человека нормального, если он 45 минут постоянно звуковые волны слышит, память улучшается, он практически как на пленку запишет. Но тогда ему интересно будет о содержании узнать, и он выучил язык. Мурат, знаете, вот я прочитал в одном из источников там, китайских, что во время Танской империи, Танская империя это 618 года по 907 год нашей эры, в императорском дворе этого китайского империи Тан кыргызский язык был языком моды, модным языком. То есть точно так же, как в 19-18 веках в царской России вся интеллигенция разговаривала на французском. Да, а вот до этого на немецком. Вот эту информацию, которую я прочитал, мне очень интересно стало. А почему? Вот вы сейчас говорите о том, что вот если бы немцы узнали бы суть, они бы перенесли к себе, да? Видимо, в тот период китайская интеллигенция, она узнала это, и поэтому языком моды кыргызский язык был. Вот вы сейчас рассказываете, мне вот смотрите, да? Сегодня весь мир говорит на английском языке, да? Почему? Потому что люди так рассуждают. Перед умом поставлен интерес. Выучишь английский язык, можешь поехать в Европу, зарабатывать деньги. Соответственно, сначала деньги, выучить язык, и все отдают на английский язык. А теперь с этой стороны подводят, скажут, будешь заниматься этой техникой, сможешь этот язык, изучать ты будешь очень долго молодым, ты будешь настолько твой ум работать, который научит тебя, просто даже глядя на кружку, сразу у тебя ум заработает. А как ее усовершенствовать, эту кружку, понимаешь? А это говорит уже о технологиях. Но это технологии через духовную сферу. И ты становишься совершенным человеком. Да? У тебя в семье покой и мир. У вас в парламенте происходят конструктивные заседания. У вас правительство работает определенным образом. Они не сидят и только не тащат там, как бы где украсть и домой принести там, и свою семью одеть. Он думает о безопасности всеобщей. На самом деле это так взаимосвязано, что мне часто горько становится. Вот я смотрю на все это, мы открываем какие-то мероприятия, все это так бесполезно. А бесполезно потому, что мы конечный результат тот, который народ же живет ожиданиями. Вот народ все равно живет ожиданиями. Вот советский период чем был хорош? Да? Люди, пусть даже сегодня не имели, но они были в ожиданиях. И они ожидали, вот сейчас у нас нету, но вот у детей будет светлое будущее, да, и вот эта вера в светлое будущее, ожидание помогало людям на сегодняшний день претерпевать что-то. Сегодня этого нет, у людей нет ожиданий, у них нет надежды, что что-то изменится. И если даже они питают надежду, их так быстро разочаровывают, что человек на выборы шел, этот бюллетень бросить, он шел с надеждой, а еще не успел выйти из избирательного участка, он уже ненавидит эту власть. А через 3 дня он ее начинает критиковать. Поэтому я это не говорю. Я очень хочу, да, чтобы это не поняли превратно. Это, например, к представителям власти не от ненависти, а от сострадания. Я на них смотрю, я понимаю, что кто-то из них хочет, но он хочет сделать, и тут же его левая рука, сейчас я сделаю, а этот украдет. Нет, это потом я быстрее с ними там буду соревноваться в воровстве, там, или там кто кого успеет обогнать. Вот это меня убивает. А убивает еще другое, что людям не могут объяснить. Даже вот я еще раз говорю, да, все виды поклонения, да, они полезны. Молитвы полезны, потому что они имеют даже при произнесении, во-первых, звуковое сопровождение. Вы понимаете, это поднимает. Во-вторых, энергия жизни движется в определенном направлении. В-третьих, тоже память развивается. Но я предложил эту технологию, да, почему как нейтральную, да, потому что если сейчас детей заставить садить в классе, скажет, вот как были же в царской России, да, уроки богословия. Тоже учили бесконечные родословия, и всем это так поперек горла стало священное слово, что очень легко потом храмы крушили. Вот удивляются, почему это происходит. Да если вы пичкали условно, да, вот сырой рис, вот пихали, как же они не вырвут? Вот Енос родил Еноха, помните Анна Каренина, да? И этот Енох родил Мафусала, Мафусал Малилиила, и вот это траля-ля, били палкой, заставляли учить. Да как же они не вырвут? Вы же не говорили о прикладной стороне. Для чего? Что это обозначает? Каким внутренним силам в тебе это соответствует, понимаете? Я со многими священнослужителями встретился, разных конфессий, и к своему ужасу понял.
они никак даже на палец за пределы реальности «я» не выходят. А в пределах реальности «я» мы кричим: я там иудей, я мусульманин, я христианин, внутри разделились: я шиит, я суннит. И это же эго, это вот «я» это фамилия нашего ума, а отчество эго. Это фамилия, имя, отчество, ум, эго, я, это вот все. Но это наше демоническое начало. Поэтому, будучи абсолютно связанным с телом, оно культивирует нас что? Животное начало. Вот я опять вас верну, да, так вот тихонечко к таким вещам думаю. В 12 коленах Израиля первым являлся Рувим, от которого Израиль отказывается и говорит: ты осквернил ложе отца моего. Я вам сказал, это наша склонность к чему? К похоти, да? Прелюбодейство, все. Соответственно, это детерминирует сексуальную энергию. Да? И почему, допустим, Петра, он ставит, это первый апостол, как привратник рая. И сказал он, да: ты, Петр, на 7 камней образуй церковь свою. И врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи. И истинно говорю тебе, что свяжешь на земле, будет связано на небе, а что разрешишь на земле, будет разрешено на небе. Да? И вот если его сопоставить с этой стороны Ветхий Завет Рувим, с этой стороны что? Яков. Ой, вернее, Петр. Как камень, как база, основа, да? А здесь, если вы на духовном уровне посмотрите, это контроль сексуальной энергии. Контроль как раз похоти вот этого всего. И как только ты эти ключи возьмешь, то нужно эту энергию, да, трансформировать в позитивные силы. Да. Что тогда происходит? Вот это есть вход в рай. Это тоже одно из значений. Вот тогда ты входишь в Царство Небесное при жизни, когда ты стал контролировать эту самую агрессивную энергию. А так ведь после нее мы как сказали, Симеон это гнев, а Леви это наша склонность к насилию, к жестокости. И рассудочный ум я только на 4 уровне, Иуда. Это даже ниже рассудочной деятельности. Теперь нет бы это я контролировать низ рассудочной деятельности, а дальше контролировать там свои чревоугодия, дурные привычки, склонности ко всему, да, мы что делаем? Сейчас весь мир разворачивает нас сюда. Мне буквально вчера говорят, да, Соку Лука детей везут в Бишкек в какое-то там мероприятие, а там их учат одевать условно там на банан презерватив. Это куда? Понимаете? То есть получается наше я и без того развращенное без помощи взрослых. Да? Взрослые, это как вот сказано в древнем Карфагене, да, взрослые детей своих в жертву Молоху приносили. Да? Мы же сегодня вот этим приносим своих детей в жертву к Молоху. Детей учат уже в 3 классе, если вас там родители шлепнули, пишите заявление. Ювенальная юстиция будет работать. Нам тихо, вот как, знаете, навязывают на голову вот этот презерватив одевать, чтобы мы перестали видеть. Да? И при этом, да, вот эти секты, да, только светские секты, НПО я называю, ну, правда, не все, конечно, да, НПО, НКО я называю светскими сектами. Вот у нас сплошное сектантство. Одни педалят какое-то сексуальное воспитание. Вы вообще что об этом знаете, чтобы говорить? А мне говорят: а вот вы почитайте. Я говорю: да это читать не собираюсь. Кто он такой меня учить? Неважно, вы ему там доктора дали, да, он там кто-то француз или голландец, они там скоро детей есть начнут, натурально есть. А вы сюда приносите и говорите: европейская цивилизация. Я вам еще раз говорю, в Европе, а Америка это выходцы из Европы, там 15 минут не было цивилизации. 15 минут, вот за миллионы лет 15 минут не было цивилизации. Если бы там 15 минут была цивилизация, я бы согласился и сказал: да, давайте подражать Европе. Давайте здесь сделаем цивилизацию, правильную цивилизацию. Цивилизация это не то, что у тебя дорога ровная или дом многоэтажный стоит, это не цивилизация. Цивилизация здесь начинается и здесь начинается. И вот если мы своих детей начнем приучать правильному, они все повернутся. Я не говорю, я говорю именно о той европейской элитарной верхушке, которая манипулирует сознанием общества Европы и в Америке. Простые люди везде одинаковые. Но простые люди тоже ищут ответы на вопросы. Почему мы не можем изменить вот этого всего? Поэтому я говорю, здесь можно создать такую модель общества и государства, которая не будет напрягать, ставить вас в строй, но оно настолько тогда поставит в правильное русло ваши мыслительные, чувственные процессы. Мурат, вот, а как быть вот предопределенностью-то? Вот в данной ситуации, вот мы сегодня хотели
на эту тему переговорить. Все это же предопределено свыше. А как быть? Вот, знаете, да, мы сейчас, если сразу перейдем к предопределенности, это пусть будет следующая тема, и мы над ней будем долго поговорить. Но начало мы начнем, да. Начало мы начнем. Все дело в том, что вот в древних сказках, как сказано, богатырь подъезжает к камню, а там написано: направо пойдешь, коня потеряешь, налево пойдешь, там смерть найдешь. Да, смерть найдешь, да. Весь вопрос заключается в том, что предопределенностью для нас является этот камень, с которым мы столкнулись. Но нас не лишает свободы воли и выбора пойти налево или направо, понимаете? Да? И вот теперь то, что случается, да, неважно в чем, выборы президента, существующая судебная система, существующая система исполнительной власти, это действительно предопределенность. Но нам же никто не запрещает пойти правильным путем космофилософии чистого государства, или же идти также прежним путем и кричать, учить, одевать где-то на глобус презерватив. Мы можем в этом направлении идти, понимаете? Но мы можем и в другое направление. Значит, эта предопределенность нам как раз и дана, чтобы когда-нибудь мы проснулись и сказали: слушайте, мы что, сдурели, что ли? Куда мы идем сами и куда мы детей волочим? Вот мне я в такси ехал сегодня, да, я как раз говорю, мне непонятно одно, да. Вот на всех торжествах говорят: балдар выстын келечеги кең болсун, да, вот для русскоязычных, да пусть будет светлым будущее наших детей. Ну как же оно может быть светлым, если мы могилу роем собственным детям, если мы их с детства учим воевать с друг другом? Мы реально, вся наша система, я вот даже образование слово не люблю, просвещение, да, наша система просвещения должна быть направлена, чтобы мы детей действительно учили светлому, а мы их учим уже в 10 лет кокетничать там, знаете, там вокруг шеста танцевать, понимаете, какую-то сексуальность проявлять, уроки сексопатологии. И вы думаете, вы этим самым детей своих спасете? Нет, вы могилу приготовили, уже молоху в рот засунули собственных детей, а потом говорите о светлом будущем. Вот, а это говорит о том, что вы сами во тьме пребываете, понимаете? Соответственно, пребывая во тьме своего я и есть эта тьма. Вот если мы ковчег создали, внутри ковчега же света нет, если вы осмолили снаружи и снутри. Свет не проходит туда, вы даже не понимаете, что происходит. Значит, ваши внутренние силы тогда должны работать. Внутри ковчега каждой твари по паре, да, все должно внутри быть направлено. Вот йог условно сел, да, вот в глубокое состояние медитации, да, он что делает? Он же закрыт от вот этого, да? Но зато у него внутренние процессы развиваются. Я, конечно, может быть, потом, да, Бог даст времени, да, мы поговорим и о глубоких йогических практиках. Как. Просто я сейчас не нахожу нужным говорить о сложном, когда мы еще не поговорили на достаточном уровне о простых вещах, понимаете? И вот с этой точки зрения, да, человек должен понять, во-первых, да, понять. А об этом вся религия говорит. Другой религии не существует. Я вам говорил вначале, религия одна, вероучения разные. Мы должны понять, почему с нами, поскольку любой народ, он состоит из совокупности «я». Человечество состоит из совокупности народов. Следовательно, космос, космическое сознание, да, это то, что вообще можно назвать вселенским интернетом. Он работает так, что он переплетает одного с другим настолько грамотно, да, что потом нас ожидает коллективная судьба. Мы реально, да, вот это меня пугает. Мы в масштабе мира себе готовим катастрофу. Уже в масштабе народов. Туда. Сегодня это проявляется. Вы думаете, сегодняшняя война в Сирии, да, она была посеяна нами, допустим, даже 200 лет назад или 100, а сейчас короче пошли циклы. Мы уже в Первой мировой войны вот эти процессы засеваем. Мы сегодняшними своими отношениями, да, засеваем еще новое будущее. То есть эта программа работает. Время – это всего лишь эффект программирования. А в этом соучаствует каждый человек. По-другому эффекта времени нет. Мы сегодняшними действиями, налево пойти или направо, мы программируем, создаем узел, а сказано связано на земле будет связано на небе, разрешено будет разрешено. Мы в любом случае посеяли, и никто, кроме нас, только той части, которая джан называется, джин дер нас нагетет, то есть ваше я уйдет под землю. А как сказано, да, в Евангелии, никто не восходит на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий. Это как раз имеется в виду душа человеческая, самосознание. А самосознание — это что такое душа? Это индивидуализированный дух.
То есть вот дух, который от Бога, он же по образу и подобию, он индивидуализировался в феноменальном мире. И, соответственно, появляется самосознание. Да? Для атеистов самосознание, для верующих человека душа. Так это, она бы как могла бы быть вечной? Меня удивляет, когда люди говорят о бессмертии души, но не понимают, и о чем они говорят. И самое главное, они не делят я и душу. Соответственно, после смерти они не я свое отправляют в рай или ад, а душу отправляют. Так я это псевдодуша. Псевдодуша, да, она попадает, либо успокаивается, либо как джин потом начинает бесноваться и влияет на тех, кто живет на земле. А душа-то поднимается, программа обнуляется и обновляется. Самое главное, что Бог даровал всякой душе. Вечную жизнь и обновление. Обновление. Ну, если, допустим, вот дерево, да, плодоносит, дало там листья, потом дало яблоки. Да, яблоко как конечный плод, оно не знает о том, что в прошлом году тоже был урожай. Оно не знает что в будущем году будет урожай. Но само-то дерево, понимаете? Потом листва спала, яблоко прожухло, либо его съели, либо что, а потом заново дает. Так мы же в крайней плоти находимся, по сути дела, выражая наше «я». Ведь Аврааму, вот почему Бог создал, когда человека, да, как мужчину и женщину создал их, как мужское и женское начало, да, в нас, Он сказал: плодитесь и размножайтесь. Это относится к вашей духовной и душевной структуре. Они плодятся, создавая вот эти плоды нашего «я», и размножаются. А когда Ибрагим узнал, что потомство твое, именно умножу тебя, не я твое я умножу, Бог сказал, а тебя как душу, и потомство твое будет бесчисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу, вот тогда, когда Авраам в это уверовал, а это столб иудаизма, ислам, христианства. И тогда он уверовал, поверил Богу, и Бог вменил ему это в праведность. Он не я Аврааму вменил. Я и Авраам без разницы, хоть ты кто будешь. Человеческое я – это лживое я. Поэтому же вот, мне нравится кыргызское выражение «бул дүние» деген жалган дүние. Почему жалган дүние? Потому что это дүние, это реальность, которую создает наше «я». А в этом «я» мы хотим обогнать, чтобы наша дочка быстрее губы накрасила, быстрее на шест забралась, на подиуме первое место заняла, поехала там в Америку, там еще куда-то, да, и вот мы сидим, наслаждаемся, вай, какая у меня там дочка там или еще. Мы их благородным вещам, праведным учим, нет. Но вы не знаете того, что вы и себе информационно создаете вот как раз то, что вы говорите, предопределение. И детям создаете предопределение. Понимаете? И вот здесь как раз уже пора точку ставить, говорить о космогонической сути религии. То, что она значит, а не то, что вам кажется, о чем она. Понимаете? Вот сейчас еще в Москве выйдет книга «Стань самим собой». Я не знаю, насколько мастерски это написал. Я не мастер слова, понимаете? Но просто есть те вещи, которые я знаю и понимаю. И мне хочется с людьми этим поделиться. И чтобы кто-то вот принял это зерно. Но мне очень хочется, чтобы он буквально через 20 лет, поколение, они лучше меня понимали. Чтобы для них я наивным выглядел. Сказали: да там был наивный человек, вот говорил такие, но он мало понимал, а мы сейчас понимаем лучше. Вот тогда Балдарова стал гедичеги гень было. Понимаете? Вот к этому, собственно. Поэтому я вам благодарен, что мы вот такую передачу делаем. Вот в этом формате нам хоть удается с людьми поговорить, чтобы как бы хоть чашку воды, как сказать, на крайний случай дать человеку, чтобы он просто пересмотрел вот эти реальности, собственно, я. То есть у нас в обществе, вот, особенно вот в Кыргызстане, в кыргызском обществе, есть феномен монасчи, Да. который практически не востребован целым обществом. Да? Да. И наше вот общество, кыргызстанское общество, на первых порах, да? Мы должны вот это принять и вровень с монасчи дышать, то есть открывать свои прана, вот, управлять ими. Тогда у нас будет и краше, и лучше жизнь, да? И как понять? Вот, Червяк Баки, я как бы не хотел эту тему задевать, да, но и телезрителям говорит, но тем не менее, да, когда человек сам до чего-то дотронулся, да, чтобы, ну, по крайней мере, те, кто об этом знает, они сказали, он не врет, да. Я 2 года назад, в августе месяце, перенес операцию, да, и диагноз был рак, 3-я стадия, да. И когда мне сделали операцию, ну, врачи наставили, нужно сделать химиотерапию.
Вот они говорят, 3-4 химиотерапии сделать, да? Я отказался. Они мне говорят, ну тогда напишите, ну, письменно, что вы отказываетесь, потому что это нужно, да? И просто элементарно отказавшись от этой химиотерапии, я просто начал внутри, даже в троллейбусе еду, допустим, или сижу, я просто вот этими моментами занимаюсь. Через полгода я ждал анализа, они говорят, ну, в принципе, признаков нету. Правда, потом у меня, ну, по другому поводу спайка кишок прооперировали, но когда они прооперировали, они сказали, они открыли, они говорят, слушай, у тебя все органы, в принципе, в порядке. А я знал, что у меня гепатит С, там еще что-то было, да. Он говорит, нормально выглядит, ну, по крайней мере, для твоего возраста в порядке. Ну, конечно, нежелательно было, чтобы скрывать, чтобы тебе, но я зато, как бы, подумал. Потом, через полгода еще сдал кровь. И вот я 4 раза сдал кровь, они говорят, слушай, признаков вообще вот этих метастаз, всего прочего нет. Более того, он говорил, ты, ну, не переживай, что дефицит веса будет, ну, может, 60 килограмм, да. Я сегодня 72, а вообще стандартная 74 весил, то есть 2 килограмма не хватает, да. И вот как раз вот это тот момент, да, когда я внутри себя потихонечку, неважно, даже когда иду, это делаю, когда сижу, я даже иногда с людьми разговариваю, они не видят, что я делаю. Я слушаю одновременно, но я одновременно занимаюсь своими делами. Поэтому у меня нет нужды, допустим, их это проповедовать им что-то, говорить, все. Я просто иду и свои дела делаю, да, но эффект, он налицо. Я 4 раза сдал, все, и я говорю, да, действительно, они не обнаружили вот этих клеток рака. Так вот, рак-то с чего начинается? Он же именно начинается с того, что первая клетка какая-то, да, там скопилась. Вот это уже зашлаковалось так, что она начинает образовывать там опухоль. Может быть, она вначале доброкачественная, потом может перерасти в злокачественную. Ведь когда мы вот этой практикой диоксид углерода выгоняем, да, вот этот шлак из организма, именно через вот движение вот этой энергии жизни, то, что праной называется, понимаете? Ну, я во всяком случае могу сказать, я уже даже не знаю, сколько положительных сторон в этом есть. А это настолько привычно для наших граждан, потому что они это видят, знают. Они еще с советского периода знают, что есть феномен монашчи. Ну вот пусть они их приглашают в школу, наоборот, и монаши будут востребованы, да, иногда рассказать, показать, как у них началось это, да, пусть там они камеру возьмут, заснимут их, пусть они разные, ну, промежутки, вот здесь будет, допустим, об одном, допустим, там 45 минут, потом о другом, их будут приглашать, потом это раздробить, там, ну, начните там 2-3 минуты, так, чтобы не напрягать школьников, просто сказать, мы преследуем такую хорошую цель, чтобы ученики знали, для чего это нужно, учителя понимали, чему они учат, а прежде им самим объяснить, да, и энергии просто, вот даже вот как жизнерадостности прибавится. Вот если в одной ситуации вы можете, ну, к примеру, прийти, да, вот по себе говорю, да, как я, именно как я, да, я вот честно, да, такого характера никому не желал бы, да. То есть были времена, когда я приходил, смотрю пельмени, я взял, съел, а там, оказывается, не мясо, а картошка. И вот я вот до того демоническое вредно, я швыряю вот эту тарелку и чуть ли не на голову одеваю. Выхожу и иду киплю. А потом я понял, слушай, вот себе иду и говорю, давай так. Я очень долго работал над тем, но тогда я еще не знал, почему это делаю. Я говорю, входя в дом, свое я вешаю вот на входе, как пальто. На вешалку, да? На вешалку. А когда ты выходишь, его одевай, там разбирайся, сюда свое я не неси. И вот это тоже был долгий процесс, когда я, слушай, говорю, вот, ну мог же я не швырять эту тарелку чертову, ну можно же было по-другому, да, а вот это как раз мне предопределена тарелка вместо мяса с картошкой, а мою воля и выбор швырнуть ее и претензии по сути не жене предъявить, по сути-то Богу. Вот никто не понимает, что я в этот момент сказал, слушай, а что это такое, она мне сделала картошку, сейчас уберем жену, да, я говорю, а что ты мне мясо не положил? А тогда ответ, кто ты такой, чтобы я тебе мясо положил? Ты вообще что рот открываешь там, сидишь? Жена ему не нравится, видите ли, это там, картошка ему не нравится. А может тебе лет на 10 на каторгу или там парализованным сделать, чтобы тебе нравилось? Ну я к примеру говорю так, чтобы мы на уровне нашем, как в кукольном театре, понимали вот эти вещи. Всякая претензия, запомните. Вот это мы потом плавно перейдем к предопределению. Всякая претензия – это претензия к Богу. То есть, если, например, даже вам жена скажет, да, вот у нас странно получается, на самом деле, вот
за что-то волнуется там ваша жена, предположим, да, и заботится. Купить какую-то кастрюлю, да, или там еще что-то сделать. Ведь на самом деле отношения так. Она пытается вас, свое волнение передать вам. И как бы непроизвольно происходит как? Слушай, ты тоже волнуйся. Ну ты тоже озаботься, а когда мы будем вместе волноваться и заботиться, мы наконец эти чертовы кастрюли купим, понимаете? Вы там чем-то озабочены, вы опять как бы ей непроизвольно говорите, ты озаботься тем, что вот у меня, волнуйся. И мы друг другу голову на голову друг другу свои волнения, заботы пытаемся взвесить. Кто-то хочет депутатом стать, начинает свои заботы экстраполировать на граждан. Дорогие граждане, я привык жить хорошо, мне нужны дом, любовница, машина, ну дайте свои голоса, я хочу быть депутатом, я хочу красиво жить. Эти бегут, голосуют, все, понимаете? Процесс такого вот тотального самообмана происходит. Во-первых, сами себя обманываем. А вот в жизни очень часто случается так, вот, например, вы вышли, сели в троллейбус, там кто-то вам наступил ногу, и вам стало больно. Сразу взрыв. Вы взрываетесь, приходите на работу или домой, начинаете домашних самое. Конечно. И пошло дальше вот процесс. Жена наорала на ребенка, ребенок вышел, там подрался с соседским ребенком. Цепная реакция. Там уже вот эта реакция пошла. То есть любое самое порождение, любое наше действие, оно порождает следующее действие, правильно? Да. И чтобы этого не было, как вы говорите, вот это эго вешать на вешалку. Конечно. Да? И тогда никаких этих споров, недоразумений не будет. А как вешать вот это? Так вот, весь вопрос можно заключается в том, да, весь вопрос. Наши все передачи будут этому посвящены, понимаете? Я хочу сказать так, вот это каждый человек все равно, рано или поздно он мне поверит, да? Вот даже кто всю жизнь будет говорить, Бога нет, или он даже будет говорить, я верю, что Бог есть, это всего лишь будет убеждение его я. Это все равно как в замочную скважину подглядывать там во дворец, осмотреть замочную скважину. Но когда он в последнюю минуту скажет, неужели дьявол, с которым я боролся, это и есть мое я? Это будет последними его мыслями, что дьявол и есть твое я, а ты настоящий, ты отождествлялся с дьяволом, со своим я, а то, что называется душой, как материнская плата, да, и духом отцовская плата, они всего лишь тебе, как хорошему сыну, как плоду своему, вот как яблоня дает плод яблоку, да, чтобы оно выглядело хорошо, да, они просто тебя, ну, давали тебе чувство, чтобы ты мог вот это, эмоциональные какие-то процессы проявлять, действовать каким-то образом, но они каждую секунду тебе стучались, эй, там, Вася, Петя, там, Абдрахман, ну, послушай. Как же, вот в Евангелии замечательно сказано, все стою у дверей и стучу. Если откроете, войду, буду с вами вечерять. Или как говорит, да, Иса, он говорит, да не обратятся ко мне, чтобы я исцелил их. Ибо бремя мое легко, и иго мое не тяжело. Это как раз ваша душа и дух. Почему Иисус Христос, да? Он обращается к я человеческому. Он обращается к я. Он говорит, через меня только войдете туда. Только да? через меня войдете, потому что я ваше никуда не войдет, понимаете? И вот он как бы говорит, если ты обратишься сюда, то тогда, да, твоя эго-составляющая уйдет, а опыт этот поднимется. Это ваш положительный, он сказал как, пшеницу свою в житнице соберет, а плевел, солому сожжет огнем неугасимым. Отрицательный опыт, он будет сожжен в аду, а только положительный опыт будет поднят наверх. Только через меня войдете в Царство Небесное, понимаете? Поэтому он и говорит Петру, что свяжете на земле, будет связано на небе. Что разрешите на земле, развяжете, будет разрешено на небе. Вот я при всем при том, что, допустим, если скепсис выражать, вот некоторые выражают скепсис, век информационных технологий, люди 24 часа в этом компьютере, перестали читать там, классическую художественную литературу, там, не увлекаются тем, но я в этом положительную сторону вижу в том, когда вы поймете, да, что такое информационные технологии, программирование. И когда вы аналогично экстраполируете на себя, что вы же есть абсолютно программный продукт. Вот это тело и ваше я есть программный продукт. И вы сегодняшними своими, вот сеяние и жатва, символически это программа и результат программы. Да? Вот сеяние, да, мы сегодня программируем. Я сейчас плюну в лицо человеку, я оскорблю его.
Но только ты знаешь, что вертикальные связи работают, космос работает по закону Тора. Око за око, зуб за зуб. Пожалуйста, поверни налево, плюнь ему в лицо. Только знай, что этот плевок тебе прилетит в следующем «я» в лицо. И ты никому не можешь в этом мире сделать плохо, душе это обращается, как только самой себе. Ты можешь его пнуть, ты можешь жену взять и сбить, но только помни, что ты будешь такой же, и тебя будут метелить так, что ты потом... Ты никогда, нарушивший равновесие во Вселенной, принужден будет его восстанавливать. Это закон. Это единственная суть религии, это единственная суть религиозного знания, это единственное то, о чем говорили все пророки во все времена. Понимаете? Есть такая вот тот самый случай, вот я от наших аксакалов слышал. Вот они идут, несколько аксакалов, и там вопль женщины. Заходят в этот двор, там старушку, привязав к дереву, сноха бьет, то есть свекровь бьет. А старушка то кричит, то потом смеется, хохочет. И старцы спрашивают: а, Байбиче, почему вы смеетесь? Она говорит: вы знаете, говорит, в свое время я свою свекровь точно так же избивала, и вот она вернулась ко мне. Понимаете? Да. То есть все это возвращается. Да. То, что не только через определенное время на другой жизни, а в этой жизни тоже возвращается. Вот я хочу сказать, да, вы сейчас на самом деле суфийскую притчу рассказали. Да. Она всегда имеет два смысла. Да? Вот условно, если вы украли, и вас посадили в тюрьму, да, и именно за то, что вы украли, да, тогда благодарите Бога, целуйте шконку, целуйте пол в камере и скажите: Господи, благодарю, что в этой жизни развязал. Да? Но в большинстве своих случаев, в большинстве, да, мы дальние связи. Вот когда я пытался, да, вот, через свои чувствования вспомнить и людям говорил. И когда я людям говорил: вот там вот предопределено 5-е, 10-е, да, они же от «я» понимают. Они мне на одно слово 15. Слушай, да я знаю людей, надо хапать, пока живешь, да, вот зашел в воду, пей, да, вон сколько примеров, они воруют, они прекрасно живут. Более того, ему плевать, он говорит, потому что, говорит, его дети, вот сегодня внуки, живут шикарно. Почему? Потому что дед был молодчик, наворовал, говорит, вот хватает этим. Понимаете? И их это не вразумляет, потому что «я» не может вразумиться. «Я» же видит только в границах жизни и смерти, поэтому он восторгается дедушкой, который наворовал, восторгается внуками, которые живут припеваючи, на Гелендвагенах ездят, правила дорожного движения нарушают, потом в депутаты парламента проходят, потом, как мне один раз очень понравилось, да, такая мизансцена, кричит там в аэропорту: ты знаешь, кто я такой? Или ты знаешь, кто я такая, да? Вот честно, когда я своему «я» сказал: а что тебе хочется сделать по-человечески? Честно говоря, вот взять какую-нибудь баклажку, как дать ему по башке, чтобы у него позвоночник в трусы высыпался. Ну сидит, ты знаешь, кто я такой. Да ну конечно знаю, кто ты такой. Шайтан, сидит, ты знаешь, кто я такой. А ты знаешь, что ты питаешься плодами всех людей, ты обворовал всех. Как и дед твой обворовал, как и прадед твой обворовал. Ты сидишь сейчас с конечными плодами. Молись. Молись, чтобы раздай лучше все, и лучше освободись от этого, вот это, от гнева Божьего, вот лучше сейчас, пока не поздно, потом будешь плакать. И вот вся та проблема в том, я почему вам сказал символ креста, вот это подразумевается телесное самосознание и границы рождения и смерти, в которых существует «я». И вот наше «я», вот гегелевские причинно-следственные связи. Вот он всегда, что-то случилось, он, вот со следствиями здесь, да, вот вход, причина, вот выход, следствие, да, вот он связывает. Но люди никогда не понимают, что существует как раз то, что мы будем говорить, предопределение. Вертикальные причинно-следственные связи. Закон Тора – это вертикальные причинно-следственные связи, которые предопределяют горизонтальные причинно-следственные связи. А символику, если взять распятый Иисус, это дух и душа, которые как прибиты, как жертва к процессу вот этого. Ошибки совершил, пришел, рассчитался. Совершил, пришел, рассчитался. И вот как только, да, сойдите с этого креста, воскресните, да, то есть родитесь, переродитесь свыше сейчас,
познайте вот эту природу я. Вот об этом вся религия. Если об этом вам не говорят, да, мне горько становится, да, вот пространство Кыргызстана, да, столько у нас, да, вот я не знаю, да, вот мы говорим, ох, у нас религия так развивается, да лучше бы она не развивалась, да лучше бы как при советской власти нам говорили, что Бога нет, так хоть нам взамен говорили, мораль, нравственность, там не укради, веди себя хорошо, в армию сходи, хоть чему-то учили. Сегодня же разорвали одежды Христа, да? Или, как сказал Мухаммед, на 73 части мусульмане, не ислам, да, разобьются. И вот каждый сидит в своем болоте, все себе нравятся, все они хорошие, а результат нулевой. Люди злые стали, люди немилосердные стали, люди бесчувственные стали, да? Равнодушные Люди или начали убивать малодушные. друг друга. Убивают друг друга, воруют друг у друга, да? Никто никого не жалеет, да? И вот тогда возникает вопрос, да? Я к политикам говорю, да? Вот особенно первым лицам государства, ну на минутку вы остановите, ну хватит, ладно, гимн, ну делайте вы, ради Бога, ходите по этим дорожкам, пусть оркестр вам играет, но 15 минут остановитесь, подумайте, что происходит, да, и хоть чуть-чуть, вот, ну хоть вот четверть правого глаза откройте, посмотрите, да, зачем нам стандартней, программу разработали, да, вот она программа, смотрите, да какие эти шайтанские программы от я, их наш мир, знаете, выплевывает, вот интернет откройте, и программы партии, программы там чего только нет программ. А реально справедливости нету, честности нету, милосердия нету. И мы это с катастрофической скоростью теряем. Вот поэтому я хочу, как бы, чтобы простой человек, я уже не надеюсь, никакой, я к себе к элите не отношу, я себя отношу к среднестатистическому человеку этого общества. Я уже не обращаюсь к элитам нашим. И вообще элита ли это? Я к простым людям обращаюсь. Вы проснитесь. Потому что тот социальный заказ, который созреет в ваших умах, даже если не надо его на площади выражать, лежа на диване в сердце выразите, когда критическая масса накопится, поверьте, все будет так, как вот мы сегодня об этом говорим. То есть каждый человек, независимо от его социального положения, там, Конечно. религиозной там, приверженности, каждый человек должен в себе задать прежде всего вопрос. Программу. Да, и изменить ту программу, которая Конечно. заложена. То есть то, что Богом предопределено, Да. оно прийти к этому. Да. Правильно, да? Уважаемые телезрители, на этом сегодняшняя передача подошла к концу. До следующей встречи.